Радио Зуртан Халтаров и гость в студии Сергей Власенко. Всех приветствую. Сегодня у нас тема следующая, значит. Обозначено, значит, на это Сталина на них нет. Как вот, ну, случай вот совершенно, да, то есть ужасающий, на мой взгляд, о том, что в Улан-Удэ, значит, в одном из поселков, ну, таких блатных поселков, как ты знаешь. Серега, надень наушники и давай включайся. Я включаю, давай. Давай наушники надевай, чтобы ты меня слышал, а то если я себя слышу хорошо. Я хорошо тебя слышу. Ну, я понимаю, но мы же в радио работаем, понимаешь, мы должны друг друга слушать через наушники. Ну вот, и ты вот в среду мы с тобой разговаривали, я в радио не был, но вот прямой эфир был, наши многие, значит, слушатели из Ютуба, там ты как раз вот сказал, что я новость прочитал, которая по всем СМИ практически разлетелась, о том, что дурачки открыли памятник Сталину. Причем это не на какой-то частной территории, то есть это прям поселке, утвержденный план, там все прочее. То есть это не так, что привезли и сегодня открыли, то есть это официальное. То есть как ты вообще вот оцениваешь то, что вообще по всем регионам в России, да, на оккупированных территориях, таких как Бурятия, там, может быть, какие-то еще, ну, как Якутия, например, там вот эти местные дурачки, это не какие-то там, значит, русская община там или еще что-то в этом роде. Это именно местные дурачки из местных ставят вот Сталину, который половину практически некоторых народов уничтожил. Это что такое, вот по-твоему? По-моему, это Владимир Владимирович Путин себя начинает возводить и сравнивать со Сталиным. То есть он хочет показать, что вот есть Сталин, расставьте памятники, он великий был, но я еще более великий, чем он был. Но я-то, вот знаешь... И вот он хочет это дело, как сказать, не то, что... Ну, короче, он будет сделать так, чтобы все сравнивали вот Сталина. Он видит же, что все... Народ настолько одурманен и обестолковлен, что они уже Сталина возводят в ранг чуть ли не бога. А сейчас Путин сделает все, покажет вот он, а рядом с памятником Сталину будет стоять памятник Путину. Вот. Ну, это понятно, это вот эта традиция установления монументов, она же идет со времен Рима. То есть вот эти вот любые, значит, скульптурные изображения, это вообще греческая традиция, да, когда вот именно фигура какая-то, да, человечья ставится, да, и обожествляется. И поэтому, да, очевидно, что с точки зрения скульптуры, с точки зрения вот такого искусства, так скажем, в том числе монументального, да, это именно не что иное, как не просто как культуркамф или, значит, какая-то агитация и пропаганда, да, это именно смысл в том числе несет вот обожествление какого-то, да, в том числе одушевление, так скажем, вот этой массы гипса там или еще чего-то. И ты правильно заметил, кстати, о том, что в путинское время именно начали ставить, потому что вот были такие попытки, значит, в Якутии ставить вот эти коммуняки ненормальные. Большей частью, вот, кстати, интересная ситуация, что в Якутии, вот что якутов и бурятов объединяет, бурят, да, это не только там общее происхождение, ну, как мы знаем, якуты произошли от западных бурят, и потом вот эта тюркская теория, там вот это все прочее возникло, что там буряты воевали с якутами, прогнали на север и так далее, все это неправильно абсолютно. То есть западные буряты это предки вот современных якутов, короче. То есть вот та группа, так скажем, местных автохтонных жителей, которая вот жила на территории Западной Бурятии, вот она разделилась, кто-то стал бурятами, кто-то стал якутами Саха. И я там помню, что в середине 2000-х годов там вот тоже где-то в каком-то селе там поставили памятник Сталину. И вот этот сталинизм, вот эти люмпиные комбедовцы, которые действительно, они же вот
я неоднократно это приводил через всякие вот эти вот мероприятия, которые там проводились и так далее. Там вот эта шваль, она размножилась же, понимаешь? То есть те, которые что-то хотели и делали во имя бурятского народа, они там в гулагах сгнили, значит, в колхозах сгнили и так далее. А вот эти люмпины-комбедовцы, которые подсирали, подгаживали, короче, вот они выросли. Они выучились, как они очень любят говорят, что советская власть им дала возможность выучиться, залезли вот эти во всякие структуры, потому что кто там открыл? Это Сережка Будажапов, который там в свое время возглавлял коммуняк, это Слава Мархаев, дядя Слава Мархаев, который тоже приватно мне говорил, что его там тоже половину семьи репрессировали. Ну, они там размножились, короче, у них клан большой достаточно, он сейчас там тоже там местный КПР возглавляет. И до этого, то есть, ну, никто не сомневался, что он какой-то там сталинист и так далее, потому что это сидит в них. В ком-то сидит страх этих сталинских времен, да, он все боится голову там поднять, тише, да. А кто-то вот из этих прям, ну, на старость лет решили проявиться. Ну, Сережка Будажапов, он, например, там комсомол возглавлял в Бурятии. Все об этом знают, короче. Знают его историю, когда он там где-то в Испании полез по сточной трубе, значит, напился, полез по сточной трубе, упал, там международный скандал был. То ли к кубинкам лез, то ли еще кому-то. Ну, в общем, цирк и смех. А еще один там персонаж, который, ну, там же точно в этом же, значит, живет, это академик целый, ты представляешь? Ну, целый академик Российской Академии Наук. Ну и, конечно, я так гляжу, по фоткам все постарели уже, никчемные стали, беззубые. И единственное, из-за чего они делают, видимо, куда-то их дети либо внуки ползут, понял? Чтобы карьеру стартанули. То есть это чисто такой, то есть не нужно думать, что они прям там Сталина любят там или еще что-то. Просто детишки, внучата куда-то лезут. Либо бизнес, либо еще что-то. И нужно проявить себя, понимаешь? И есть заказ такой у людишек, чтобы их не раскулачили, они же сейчас там богатые. Ну, сколько там стипендий у академика ежемесячная там? Просто 200 или 300 тысяч рублей так падает, короче. А там домик, коттедж, понимаешь? Что мы тоже, мол, с народом, мы-то не оторвались от слюмпинских корней своих, мы не оторвались, вот мы Сталину памятник ставим, чтобы не раскулачили нас. Понимаешь, тоже логика, а то сейчас придут эти новая путинская элита ССО, скажет, а что-то жирно живете, да? Может быть, надо экспроприировать-то домишки. Ну и вот они таким способом, значит, пытаются свои, так скажем, капиталы, свое имущество, которое бы при Сталине у них бы отобрали и сослали куда-нибудь на север. И вот они пытаются таким способом, ну, двух зайцев убить, короче. Потому что они-то уже старые, никчемные. И это явно делается в пользу детей. С этой точки зрения их, конечно, можно похвалить. Но надо покаянные письма вам. И Будажапову оставить, и Мархаеву, и Тулоханову. Написать покаянное письмо для будущих поколений. Что мы, мол, не хотели. Как ты думаешь, Серега? Ты что там, где там копаешься опять? Опять из этих... Из центра пишут. В данной ситуации, я думаю... Ближе в микрофон говори, пожалуйста. Я думаю, что все-таки, повторюсь, все это делается для того, чтобы в итоге одушевлять и возвышать Путина. Понимаете, что дело? Ну так они это делают для того, чтобы своих этих опарышей продвинуть. Да, не понимая того, что тут масштаб. Они-то старые, то есть кому как не молодым открывать. Но они в себя впитывают вот этот гнев народный. Они не понимают одного, то, что нельзя сравнивать. Да, а какой гнев народный? Где гнев народный? Не, ну а как? Я, например, в своих социальных сетях объявил, что даю за демонтаж этого памятника. Ну, причем не просто, чтобы его свалить, короче, а прям уничтожить. Он примерно, он, наверное, гипсовый или еще какой-то. Потому что вот в парке Орешкова, ну, кто знает Улан-Удэ, там есть парк имени Орешкова, культура там и что-то там. И там был вот этот памятник Орешкову. А это был такой хулиган, говорят, ну, в общем, короче, какой-то человечек с завода, который попал в штрафбат
и повторил подвиг Матросова, короче, ну, ему там героя дали, и, соответственно, это, ну, там бюст стоял. На основном месте Ленин золоченый стоял, серебряный, короче, а там был отдельно памятник по типу кинотафа, значит, и ему, а он носатый был такой, курносый, типичная русская морда у него была, и ему постоянно отбивали нос. Это и последний раз даже, короче, какой-то сумасшедший или ненормальный, он этот памятник облил черной краской, короче. И он вроде бы как в отрицалово ушел, этот персонаж, короче. Но я так понимаю, что его могли тоже, в принципе, подставить. То есть это была такая, знаешь, а какой бы памятник осквернить, вот надо героя какого-нибудь найти. И вспомнили, что до вплоть 2002 или до 2003 года кто-то камнем отбивал ему нос, короче. И там был специальный на заводе, значит, персонаж, ну, такой, который умел вот этот нос ему восстанавливать, короче. И вот у деда у моего, Дамбуева Кима Николаевича, была постоянно вот эта забота, что опять кто-то отбил. И я так понимаю, что это был один и тот же персонаж, который на протяжении длительного времени вот этот памятник портил. И он был старый уже, видать, уже помер даже. И после этого, где-то после середины 2000-х, ну, это я, видимо, думаю, знаешь, кто был? Кто-то, кто пострадал. От Сталина. Не от Сталина, а от этого, от самого Орешкова, короче, понимаешь? Ну, ребенок был какой-нибудь, может, я еще не знаю, может, там незаконнорожденный сын какой-нибудь и так далее. Ну, вот бывает такое. Еще я даже погуглил, что есть такая психическая болезнь, когда вот, ну, корежат памятники, короче. И у него просто вот внутреннее желание это было. И тут такая же ситуация, тоже из гипса, ну, какого-то дешевого материала там сделанной, по форме, судя по всему, вылитой, знаешь, сейчас силиконовые формы такие делают, и это, видимо, бюстов там наклепали, короче, да, какая-нибудь фирма, и по дешевке эти скинулись товарищи там, этот со своей академической стипендии, этот с зарплаты сенатора, наверное, что-нибудь отложил, а Будажапов, ну, тоже он, наверное, повышенную пенсию имеет от республики, там, какие-нибудь выплаты, короче, ну, скинулись они втроем, памятники открыли, короче, чтобы галочку не для себя поставить, а кто-то из их детишек там, ну, где-то куда-то ползет, видимо, метит куда-нибудь, знаешь. А потом, может быть, у них же там брони у всех. Да. И, может быть, вот надо как-то оправдать, что он там в тылу-то не на передке где-то. Потому что сейчас вот одна из новостей, там вот эти журналисты из Иркутской области, они там раскопали такой случай ужасающий. Значит, мобилизировали фермера какого-то, значит, в 22 году, в сентябре. И чуть ли не в конце 22 года его забушлатили на Украине. Ну, погиб. Его сын, на тот момент 18 лет, он пошел на срочную, после срочной службы, ну, призвали его, после срочной службы, ну, это, там же эти есть сейчас политруки, там всякие, там все прочее, короче, ну, батя у тебя погиб, мол, надо мстить, там, туда-сюда. Ну, он поехал мстить, дурачок. В 24 году. И его тоже в 24 году забушлатили. И в итоге, узнав эту новость, умерла бабка и мать. Мать и бабка. Вот этих вот. Ну, семья, наверное, большая там, потому что отец, судя по всему, фермерством занимался и так далее. Ну, ты понимаешь, да, вот фермера просто берут, который занимается, на котором хозяйство и все прочее, из семьи просто выдергивают. То есть это, считай, конец фермерскому хозяйству вообще в принципе. Потому что скотина, она не пшеница, не зерно и так далее. Она требует естественного ежедневного ухода там, и так далее. Зерно требует ежедневного ухода.Ладно, не рассказывай, короче. Потому что ваши все вот эти, которые сидели на этих, на всяких злаковых и так далее, считают, что мы вот намады, короче, вообще там ерундой занимаемся со скотом. Зависть это просто, понимаешь? Мы-то каждый день мяско кушали, а вы-то что? Понял, там скребли, там всякие улиток там и так далее. Мясо только по эти, может по праздникам или может кость с барского стола падала. Да, ладно, это слишком большая тема, можем потом поговорить на этот счет. И вот ситуация такая, что их только сейчас хоронят, ты представляешь? Ничего себе. То есть скрывали где-то тело, значит, отца. И только после того, как сын погиб, короче, предпринимались усилия, там генетические, видать, экспертизы и все прочее, чтобы... 3 года прошло. Так, понимаешь, ситуация-то какая. То есть, и когда вот эти вот всякие там
наши бурятские там организации говорят о том, что в реальности погибших гораздо больше, Ну да. то есть официально публикуется где-то только 40% погибших, то тогда возникает цифра, я примерно прикинул, что погибших бурят порядка 450. И если это 40%, то получается всего погибло где-то больше 1500 бурят, короче, понимаешь? А это более 1500 семей бурятских. А это, возможно, примерно где-то нерожденных, сколько? Ну, по минимуму возьмем, по фертильности. Там, ну, бурятская семья 1 к 3, короче, получается. То есть это где-то нерожденных 3,5-4 тысячи детей. Да, Понимаешь? Ну, примерно вот такая функция. То есть не ровно 3, а где-то чуть поменьше. То есть ситуация такая о том, что для нас, ну, допустим, для тех же удыгейцев, это если вот такая ситуация случится, это конец нации целиком. Да, Или там еще кого-то. Полностью геноцид, который Путин устроил, да? Для бурят это еще терпимо, но тем не менее для нас, для меня как бурятского националиста, да, каждая жизнь важна, даже вот таких оболтусов. Я в свое время поднимал на моем канале и Кагита Бурята, и Бурят Гюрюна, и на других каналах о том, что почему-то резко в середине 2000-х годов прекратилась пропаганда йодированных продуктов морских. Морских, йодированной соли там и так далее. То есть раньше в советское время, я помню, и антиструминчик завозилось, там, и там йодировался и хлеб, да, там, и все прочее, там, хлеб, и так далее. Да, йодировали, все йодировали. Да, почему? Потому что Бурятия это регион со страшнейшим йод-дефицитом. А йод-дефицит это что? Это железа, и это еще... Да это весь организм. Да. Да, весь организм, в том числе доказано, что дефицит йода приводит к умственной отсталости. Польша, кстати, тоже регион считается с йод-дефицитом, да. И здесь нормально все, йодированные соли дофига. Значит, еда вся практически, та, которая готовится, она тоже йодируется там. Где они пошли по американскому принципу, значит, еду витаминизируют там и так далее. То есть вот это нужно, да? Эти власти местные это понимают. А я такой думаю, а почему вот это вот... И даже запустили такой фейк, будто йодированная соль как-то менее соленая или менее вкусная, нежели чем обыкновенная соль, короче. И этот фейк, он закрепился там. И, конечно, если у тебя перестают йодированную соль покупать по каким-то вот надуманным традициям, конечно, какой частник будет ее завозить специально. То есть это должна быть государственная программа. А ее прекратили, я понимаю почему. Потому что им нужны были, то есть, понимаешь, уровень планирования. Им нужны были управляемые дебилы, которые либо одебилились в течение этого времени, либо стали дебилами, потому что не получали, понимаешь, достаточное количество микроэлементов и так далее. То есть в советское время этим занимались, в том числе наши бурятские, значит, там врачи и все прочее, а теперь этого нету. И вот это вот основное упущение от всех бурят, которые там сидят, и в Министерстве здоровья там и так далее, потому что они сами с помощью вот таких вот, только исключив йодированную соль, получили вот сколько, ну, если просто статистику раскинуть, в Юшковой закажите этого исследования, она там большие данные поднимет там и так далее, я гарантирую, что количество дебилов выросло. И это не с ЕГЭ связано. ЕГЭ, наоборот, обнажило, что дебилы... Ну, что все дебилы всегда существовали, но просто у некоторых дебилов хорошая память. Они могли заучивать что-то и воспроизводить это, абсолютно не понимая. А ЕГЭ, вот она как раз обнажила вот этот пласт, значит, дебилов с хорошей памятью, которые вот, ну, к сожалению, тесты ЕГЭ очень плохо сдают. И действительно вот такая ситуация ужасная абсолютно. И сейчас вот ты смотрел, да? Этот победобесие это. Я специально с утра проснулся, ждал, что прилетят, значит, дроны. Не, я на эту тему как раз думал, что не надо ничего прилетать, пусть парад пройдет нормально, лучше в это время, когда идет этот парад. О, Серега, разоблачаешься. Пусть по всей Украине, по всей России все взрывается.
Понимаешь? Вот как лучше. Слабо, слабо, слабо. Я Нет, все жду, когда Украина Если бы запустит. если бы кинули, вот там идет парад, а там начали бомбить всю Россию, все нефть. Да жахнули бы сразу вот по этой трибуне, где Путин сидит, и все, и привет, короче. Нет, это как-то будет грубо и А что не грубо? поймут. Те же поляки не поймут. Скажут, нам жалко Путина, блядь, а вы его бомбите. Тихо, Нет. тихо, не ругайся. Да, а вот если бы они начали, идет парад и бомбят все НПЗ, бомбят все заводы и фабрики, вот это было бы... Да ну, там не особо сильно-то и бомбят, короче. То есть, понимаешь, Так вот надо было особо сильно бомбить. сейчас данные выскочили, короче, какое-то из хороших русских СМИ вдруг обнаружило, что, надо же, вдруг обнаружило, что в Бийске строится огромный завод по завод. производству, значит, гексогена, тротила, там прочих вот этих Взрывчатка. нитровзрывчаток, значит, Что-то бризантного там типа 1000 на 6 действия. тонн в год, да. Ну да, ну а что там, что вы не знаете, что Алтайский край, для чего еще хотят республику Алтай, мы же вот на прошлом Да. эфире про республику Алтай говорили, они хотят, значит, ликвидировав республику Алтай, как бы объединить бюджеты для того, чтобы вот эта вся система поддерживалась, просто ГОК там какой-то, как Да. они там называются, я не знаю, но Алтай это один из таких, вот я помню, он достаточно, там промышленность у них достаточно современная, на вот, Конечно, если у нас там в Бурятии там что, заводики с 30-х годов или по принципам там какого-то второй индустриальной революции работает, а в Алтае, вот этом русском Алтае, не Рудном Алтае, который в Казахстане находится, там сосредоточена прямо одна из самых современных военных производственных машин. Там целый вот это Бийск, там Барнаул, там и так далее. Там куча вот этих, в том числе специалистов, вывезенных там с Украины, с Белоруссии и так далее. Там вот эти всякие, там практически местного-то населения нет, причем нету практически местного вот этого русского населения, которое там какими-нибудь столетиями жила, понимаешь? То есть это все чисто советское, последние вот 70-е, 80-е годы индустриальных туда нагнали, просто навалили в огромном количестве. И поэтому ничего абсолютно удивительного, что под этот соус они хотят ликвидировать республику Алтай. А почему вот, допустим, в Иркутской области, где тоже там, ну, достаточно дешевая электроэнергия, там все прочее, почему там-то не хотят? А боятся. Буряты рядом живут, понимаешь? То есть им нужен вот именно такой регион, в котором местного населения нет, в котором местное население хуже париев, хуже рабов, хуже крепостных находится. А алтайцев тоже их, во-первых, да, и вот алтайцы, они снова, если их республика уничтожится, они снова попадут вот в такое состояние. Я просто помню, я в Новосибирске видел этих двух алтайцев, короче, откровенно говоря, они были похожи. Ну, одна точно метиска была. Мне кто-то рассказывал про нее, что она вообще не любила, когда... Ну, есть такое вот, когда нация в сильно униженном состоянии, они там начинают говорить, что они русские. Там, например. Есть такая тема. Вот, это скорее в психологическом или, значит, психиатрическом, да, значит, ключе идет. Там, то есть они начинают там идентичность свою менять и все прочее. Там. У нас есть такие же в бурятском национальном движении, которое там выступает за политическую нацию. Понял? Ну, вот это, по ушам катаются, короче. Про экологию там начинает говорить. Ну, на такие темы, за которые там это, как его, не притянут. Алтайцы, они похожи на тувинцев, на... Ну, алтайцы это вообще протюрки. То есть практически все тюрки, которые в современном мире существуют, даже турки, они так или иначе оттуда происходят, с Алтая. Это прародина тюрков. Серьезно? Ну, конечно, это же все и генетика показывает, и показывает, значит, археология и все прочее. То есть когда-то была группа в неолитическом времени, которая вот потом разделилась на тюрков и на монголов, короче. Ну. Так, ну, зрители могут подправить, конечно, тут меня частенько стали критиковать за то, что у меня такое тенденциозное мнение об ивенках, там начали какие-то ссылочки даже приводить и так далее, мол, я типа истории не знаю, там и все прочее, короче. Ну, мы-то знаем, что буряты историю взаимоотношений с ивенком переписали, короче, понимаешь? Так, дальше вопрос. Кто там приехал, короче? Вот я специально выписал, специально для вас, дорогие друзья, выписал. Китай, Си Цзиньпинь, Беларусь. Лукашенко был на трибуне?
Я не видел. Ну, написано, что... был, он рядом сидел с Пашиняном. Да, вот Беларусь, Венесуэла, Куба, значит, Монголия. Кагралсух этот приехал, короче. И я поэтому пост написал, что никакой независимости, суверенитета не будет, пока в Монголии будет существовать МНРП, Монгольская народная революционная партия, она сейчас под каким-то другим соусом там называется, короче. И пока идеология коммунизма не будет запрещена и не будет проведена люстрация среди этих персонажей. Так, дальше. Бразилия внезапно. Да, я не знаю, что там, Болсонару приехал. Да. Да Сильва. Да Сильва. Да, это же не президент, там Болсонару президент. Или погоди, кто там президент сейчас? Да Сильва. Да Сильва? Это Варюга и Бандюган. Его же переизбрали, короче, точно. Бедный Болсонару. Я думаю, что такое, упустил из этого, что у них там правительство сменилось. Сербия, Вучич, Словакия, Фица, с Казахстана приехал. Значит... Не Такаев приехал. Такаев приехал, и я у Ержана Тургумбая, у моего значит, товарища, увидел о том, что его встречает какая-то мелкая сушка с МИДа. Понял? То есть даже вице-премьера не отправил. Их там, блядь, вице-премьеров в России там штук 20, короче. Любого дурака могли отослать. А послали какую-то мелкую сошку с этого, с МИДа, короче. Он написал, что это унижение, просто, понимаешь, унижение. Дальше Таджикистан, ну это понятно, Кыргызстан, Узбекистан, Туркмения, Армения приехала. Если он рядом с Лукашенко. Неожиданно, короче. Да Республика Сербская, из непризнанных так называемых, это с Боснии и Герцеговины, видимо. Значит, приехала Абхазия. Ну, мы это обсудим с Ибрагимом Игановым, думаю, он там эти расклады по Абхазам хорошо знает. Южная Осетия приехала и палестинская администрация, короче. Ну, я так понимаю, в общем-то, представителей приличных стран не было. Ну, и я по роже, значит, президента этой Монголии, короче, сразу понял, что занесли нормально, короче. Он такой довольный был. Ну, то есть, ребята, не надо думать... Ты думаешь, всем заплатили? Ну, конечно. А иначе бы они все приехали. Я думаю, даже заплатили китайской делегации, потому что, ну, понятно, что это замаскировали под некие переговоры, да там что-то там и так далее. Там просто бесплатно отгрузили там пару танкеров нефти, да и все. Не, там хорошие деньги просто зашли, но я думаю, что они зашли не непосредственно Си Цзиньпиню, понятно, что он там борется, значит, с этим. Это было там, ну, понятно, определенное соглашение, то есть, я думаю, Си Цзиньпиня долго обрабатывали, всю окружение, естественно. То есть там же императора короля свита делает, и свита там, ну, наелась, короче. С другой стороны, понятно, что это обнажило совершеннейшую зависимость, но она и всегда была. То есть некоторые там, помнишь, все эти навальнисты и так далее, все в ладошки-то хлопали, короче, что в России денежки вдруг пошли, да? А пошли они не потому, что Россия что-то чрезвычайно делала, а потому что экономика Китая росла. И Китай настолько много потреблял ресурсов, в том числе из России, что это позволило Путину там и зарплаты выплачивать, и пенсии поднять, и там все прочее. И вот на эти безумные проекты денежки кинуть и так далее. С одной стороны, это Европа покупала. Сколько они там на несколько триллионов евро ему просто загнали, подарили за счет этого газа, долгосрочных контрактов, фьючерсов и все прочее, короче, да. С другой стороны, Китай закидывал огромное. Там же, я не знаю, там все практически в рашке, короче, сейчас по электронике и так далее все идет из Китая. Да не только по электронике, все, вообще, все 100% китайское. Ну вот расскажи, ты с этой темой работал. Как? Что там сейчас китайское в рашке? Все абсолютно. От скрепок, от гвоздей, от иголок и кончая автомобилями и этими... Кстати, на одном из рынков я помню, постоянно ходил в такую контору, там саморезы, что-то и так далее. И там постоянно меня обманывала одна баба, короче. И она всех обманывала. У нее патологических... наверное, Ивенко мстила. Я однажды просто предъявил... я начал покупать, и я так говорю, слушай, говорю, без обвесов и без обмана, короче.
Потом специально пересчитал, все ровно, короче. То есть ей надо было говорить, чтобы она тебя не обвешивала и так далее. Потому что, ну, уже все запомнили, что она по саморезам, по этим обманывает, короче. Так что запомните, сразу ей говорите, чтобы не обвешивала и не обэтовала, короче. Я думаю, что там многие затаривались. Ну, потому что удобно подъезжаешь там. Можно, конечно, покупать в магазинах специализированных, там, где нормальные весы и все прочее, там тебе отвесят нормально. Но рядом удобно. Понимаешь, заходили там. У нее эти, и все китайское. Все в Китае. Я говорю, даже вот что, из проволоки делать саморезы, и то даже вот просто не могут сделать это. Ни аппарат собрать, ни купить его, ни поставить и так далее. Дешевле уже готовые гвоздики. Ну, я знаю там от своих знакомых, что ну, этот мужичонка, он правильно сделал, бизнес разросся, короче. Ну, может быть, даже в том числе из-за того, что там это вот, как его, накалывала эта тетка. И, в общем, неплохой бизнес. Но я помню, когда вот этот кризис случился, короче, да, когда там рубль-то просел, и люди просто перестали строить. У нас там была такая ситуация, когда китайцы спасли целую отрасль. В году 21-м, наверное, короче, вдруг внезапно этот рост на брус пошел цены. Куб там 20-25 стал. Раньше 5 стоил. Да, потом 25. А потом 25, короче. А почему? А потому что кризис случился, и китайцы начали покупать, короче. То есть они ценник поставили нормально, короче, и весь лес туда к ним пошел, короче. Но в это время зато прекратили вообще строить. Ну, ты представляешь, раньше ты мог в 5 раз больше купить леса, чем сейчас, короче. А у нас в Бурятии, ну, в основном из леса строят. Ну, может быть, там переключились на какие-то вот эти несчастные там, значит, эти пеноблоки, там еще какую-нибудь чушь там, короче. Ну, вот, в общем, все равно, ну, с дерева-то совершенно все по-другому, поэтому стройка там на несколько лет легла, потом вроде как цена упала, но я уже перестал следить. Так, в общем, как ты оцениваешь? Надо было ударить? Нет, я считаю, по Красной площади во время парада не надо было бить. Надо было бить все, что вокруг, по всей России, кроме парада. Пусть смотрят. Все равно ты россиян безголовых ты не переубедишь. Они смотрят, они все ну, то есть ты считаешь, что ликвидация Путина ни к чему бы не привела? Война бы продолжилась? Не ликвидировали бы Путина. Нет, ты что, да? Это сколько надо было накидать туда бомб, чтобы все это дело... Да хотя бы одну? Не, ничего ты не сделаешь одной бомбой там на Красной площади, а... Пусть... Международный скандал бы случился, да? Это один вопрос, второй вопрос. А Путин там с кем рядом? Он кого рядом-то посадил? Сзади него сидел Си Цзиньпин, а с этой стороны Рахмон. Ага, но он покрупнее взял, короче. То есть, если бы что-то прилетело, Рахмон и Си Цзиньпин бы вот этот, как его, шрапнель бы все впитали. Вот хитер бобер. И я хочу сказать, что не надо, пусть все будет как было, пусть все равно не переубедишь ты народ. Все понимаю. Они все... Коллективная ответственность, пусть это хорошим русским не нравится, но мы выступаем за коллективную ответственность. Каждый русский несет ответственность за все то, что происходит на сегодняшний день в России, в Украине и по большому счету во всем мире. Понимаешь? Так что... Ладно, оставим это. Хабемус папам. Ну, папу выбрали, американец. Блин, я так хотел, чтобы выбрали этого Луиса Тагле, филиппинца. Он такой веселый дед, короче. Вроде это как... тоже не грустный. Это тоже но охота было бы посмотреть. Вышел и сразу всех поприветствовал. Ну, это чисто американская тема. Я даже там столкнулся в сети, что начали спорить, он американец или перуанец. Не, он, ну как, конечно, американец. Что там? У него есть паспорт перуанский, но я родился... А кто такие августинцы? Я родился в России и вырос в России. РСФСР ты родился. А ты давай нет. А родители у меня украинцы. Ага. Кто я? Совок. Ну, так же и этот папа новый. Ну да, но на самом деле он большую часть, я так понимаю, что он достаточно рано начал служение, вступил в Августинский орден.
По-моему, очень длительное время он находился в Италии, там учился, поэтому у него итальянской базе, как говорится, то есть он же речь-то вел не на латыни, не читал, а на итальянском, собственно. Да, итальянский. Но меня От больше... латыни недалеко, Ты же в курсе о том, что папы, они выбирают имя, да, вот, например, Франциск тоже, да, он почему имя такое выбрал, потому что это первый был Франциск, первый фактически. То есть, представляешь, сколько там, 270 пап было, короче, только первый выбрал 268. имя вот этого Франциска, короче, в честь Франциска Осиского, там, Да. этого, значит, там, ну, как это, у них там юродствуют, там, значит, вот это культ бедности, там, все прочее. Ну, он ему, в общем-то, и соответствовал, да. И следующий папа, он тоже также будет ножки мыть там и все прочее, тем, что там вот этот святой занимался. А этот американец, он выбрал в честь Льва 13-го, Лев 13. И там я почитал, что, оказывается, Лев 13 это был первый современный папа, так называемый. Но, правда, вот в это время как раз итальянское государство, ты же в курсе, что Рим раньше управлялся, это была часть папского государства, Да. короче. И они взяли, оккупировали его, значит, и он хотел было свалить куда-то там. И объявил себя, значит, узником Ватикана. И, собственно, этот Ватикан, потом соглашение, там сказали, что он там светское государство, там сколько, 2 квадратных километра, сколько-то у него площадь и так далее. И это я читал, опять же, что этот папа, Лев 13 у нас 88 энциклик выпустил. Ты знаешь, что такое энциклика? Урби et Orbi. Граду и народу. Так он больше всех получается? Да, то есть он 25 лет просидел на этом, значит, мероприятии. Ну, в смысле, на престоле папском, короче. То есть, что ожидать от этого? Что он будет, во-первых, осовременивать, что немаловажно. Да, то есть, согласно, они же... А сколько лет этому папе? Он, по-моему, 56-го года. То есть, достаточно молодой. Че? Моложе меня. Ага. Тебе сколько лет? 7. 70 тебе, да? Ты какого года, получается? 55-го. 55-го, а он 56-го, ну да. Ну, в общем, при современной медицине, ну, этот 88 умер, Франциск. Ну, а этот Ну, умрет. по нему просто... А этот умрет 102. Ну, по нему видно, по Франциску, что у него вот эта деменция где-то года 2 назад, видимо, началась, короче, там, ну, да, там все, чи-чи-чи. Ну, примерно, да, то есть он еще 20 лет может просидеть спокойно, короче, то есть при современной медицине и так далее. Да, А учитывая то, что это американский папа, знаешь, они с детства хорошо кормленные, хорошо живут там и все прочее, да. Но я удивлен, что вот, не знаю, там букмекеры вообще рассчитывали на то, что изберут американского папа. Я думал, что все-таки... Рассчитывали, что будет... Филиппинец, да? Или европейские, кто-то из европейцев. Ну, ты знаешь, вообще это уникальная ситуация, но я думаю, что все-таки, конечно, вот мы недооценивали вообще влияние, которое американские католическая церковь, потому что там же были, помнишь, очень же много скандалов это было с этими с педофилами, там вот эта вот вся тема. И я думаю, что они там действительно, это как его, вот эти вот все, ну, представители, значит, вот этой всей организации, там же, там тоже вот эти вот представители-то, всяких вот этих движений и так далее, там тоже активно, так скажем, в этом, значит, в католицизме там участвуют, потому что у них целибат. Целибат тождественно, значит, склонностью к определенным, значит, действиям. И там в Америке, ну, действительно, видимо, набежало, так скажем, полно этих товарищей, там, занесли это, и потом там понятно, что это же влияние, то есть, чего его выбирают, потому что он всех устраивает, правильно? С другой стороны, у него, значит, была хорошая мошна. С другой стороны, его же когда сделали кардиналом? В 23-м году. То есть Франциск, то есть там, видимо, вот эта движуха-то была заранее, то есть его надо сделать было, значит, кардиналом, чтобы его выбрали, а так бы не сделали, значит, занесли. То есть, значит, как в любой секте, в любой церкви, короче, то есть вот этот персонаж, через проповедь, через это он принес просто достаточно огромное количество финансовых ресурсов, в том числе в Банк Ватикана,
значит, миссия, там, понимаешь, Я там тоже в так Перу, думаю. наверное, там Нет, чуть ли я не в тоже каждой так думаю. деревушке, наверное, Нет, проповедовал и там так я не далее. думаю, что оттуда что-то пришло. Перу не настолько... Не, ну ты пойми, там же развито. ситуация. Современные папы же они как, вот этот Лев XIII, он же как, он раньше у него была папская область, и он там налоги там, отлично, они с этого существовали, понимаешь, там 600-700 лет, короче. Очень, очень нехило и очень нежирно там. Одну Сикстинскую капеллу сколько было Я думаю, что... стоило построить, понимаешь? А вот этот Лев XIII сказал, что я король, не король, властитель, как бы, да, над миллиардом там, или сколько там тогда католиков было. Понимаешь, это то же самое. То есть они сейчас не от территории зависят, как это в феодальной системе, они зависят от того, вот я такой сериал смотрю интересный, Джеймстоуны, что-то там, как-то Джеймстоуны, короче, там рассказывается про такую американскую секту, как она там встала, ну, такая протестантская какая-то, вот, христианская и так далее. И там все заложено на бизнес-модели. И здесь то же самое, то есть это реально, и я опять же написал, когда его избрали, я говорю, при чем здесь американская мафия, так сказать, итало-американская мафия, понимаешь? Они же все там патроны и так далее, понятно, что какие-то финансовые ресурсы от этой организации тоже где-то там, а там же мы вспомним, сколько там представителей банд-групп, так скажем, которые там терроризируют Соединенные Штаты, а Мексика вся католическая, все это гонят же наркотики, эти все метамфетамины и все прочее в Америку. Там тоже, наверное, какие-то, значит, какие-то персонажи там тоже, понимаешь, денежки-то крутятся. То есть я считаю, что это избрание, ну, то есть если бы мы вот этот контекст учитывали, то избрание американского папы это, конечно, в том числе и подарок, так скажем, Трампу, потому что Трамп уже высказался, что отлично, что это американский папа, с нетерпением жду встречи, там туда-сюда, какой-нибудь пасторский визит и все прочее. Обязательно поедем. Потому что, ну, количество католиков в США, благодаря мексиканцам, там, представителям Латинской Америки, значит, латиноамериканским, оно очень же мощно растет. И без мексиканцев там все католики. Да кто там католики-то, ты что? Америка это протестантизм, ты что, пуритане, пресвитериане и все прочее. Пуритане это совсем другое. А то, что... Ты не рассказывай, кто на Мейфлауэре прибыл. Пуритане как раз из Англии изгнанные. Ты знаешь, кстати, ты знаешь, почему над пуританами в Англии издевались? Почему? У них женщины наравне с мужчинами работали в поле. Это первая модель, вот когда между новым временем и так далее, то есть неравноправие. Они понимали, если женщина не будет вкалывать так же, как мужчина в поле, а тогда для этого средневекового крестьянина это было дико видеть, что женщина не домом занимается, а также в поле стоит, понимаешь? А за счет этого они выстроили модель, когда если мужчина заболевает, женщина тянет хозяйство, понимаешь? Религиозная. И за счет этого они сделали, ну, во-первых, и размножились, потому что у них было нормальное хозяйство. Кто первым стал с сорняками бороться? Пуритане. Кто первым начал селекционировать, значит, продукты питания вот из этой маленькой тоненькой хрени фиолетовой превратил морковку оранжевую? Это тоже пуритане, понимаешь? То есть недооценивать религиозное вот это влияние, религиозные секты эти протестантские не стоят, потому что весь мир современного на них основан. Но в Америке растет вот эта вот, значит, масса, так скажем, католическая, которая вот подпирает с юга, с глобального юга. Это вот как раз латиноамериканцы, там все прочее, короче. Там есть свои, конечно, католики, типа ирландцев или итало-американцев, но они точно так же, как белые американцы, начинают вырождаться. Поэтому ничего тут удивительного нет. Ну, 1 300 000 католиков. Что-то у меня тут зетошники прорвались в эфир, короче. Но мы в Европе отмечаем День Победы вчера. 8 мая. Вчера же в Соединенных Штатах отмечали. Ну, естественно, я просто, ну, я не знаю, что там бомбануло у этих, значит, любителей фейков из Рашки. Но я давно знал о том, что благодаря американцам только выиграли. Потому что Америка это единственная... И британцам. Америка это единственная страна, которая вела войну на 2 фронта, короче. И Британия тоже.
Британия, она фактически проиграла первую часть войны, она лишилась своего, последствий Второй мировой войны, лишилась золота, лишилась своих колоний. Давай не будем рассказывать. Британия... Зато Британия, благодаря Второй мировой войне, начала производить сельское хозяйство. Понимаешь, свое собственное, короче. Британская говядинка, она по всей Европе известна. И, в общем-то, ну, для них это стало лучшим решением, на самом деле, потому что так и должно было случиться. А Америка, ну, она кто предоставлял, кто бомбил, значит, Германию? Американцы и британцы бомбили. Оттуда, фактически, это Британия это была американским авианосцем. А ленд-лиза сколько было поставлено? Да. В Бурятии до 56-го, до 60-го года стояли банки с салом. Это единственное, что можно было покупать за советские рубли. Понимаешь, ничего в магазинах не было. Хлеб и вот это сало банки американское. Такое количество просто было поставлено, что до 60-го года все это продавалось. И кушали. И кушали, естественно. А детское сухое молоко и так далее. Да это то же самое, оттуда же. Там целое поколение вот этих рожденных в 40-е, в 50-е годы, короче, кормилось сухим молоком из Америки. Не надо тут рассказывать. И не надо мне тут писать всякую чушь. Американцы даже... Был сайт, кстати, я специально, я помню, подожди, в 19 или в 20 году, я помню, меня, что там, это же все данные засекречены по ленд-лизу, они были рассекречены давно-давно, и был сайт, в котором прям по номенклатуре было расписано, что было поставлено в Советский Союз. Значит, сейчас сунулся, сайта нет, прикинь. Конечно. Убили. Так я хочу сказать, они поставляли по ленд-лизу, американцы. Если бы они этого не поставляли, даже не считая оружия. 40% оружия ну, только всего было. Нет. Да. Как нет? Ну подожди, я же говорю об этом. Они поставляли, кроме оружия, да, они поставляли нитки, иголки, пуговицы на шинели, на ширинки, на все это, на штаны. Если бы они этого не поставляли, армия была бы голая. Просто была бы голая. Ну, конечно, они поставляли огромное количество хлопка, хлопчатой бумаги. Никакое оружие не помогло. Вот на Байкале всю рыбу выловили чем? Американскими? Сейнерами американскими. Да. Всю выловили. Там в 40-е годы такие объемы просто. Вот все, что там 20 миллионов лет эволюционировало в Байкале, понимаешь, все было выловлено за эти 4 года. Американцы строили, когда ленд-лиз шел, они строили пароход за 28 дней. Загружали его танками, другим оружием, продуктами, разным оборудованием, всем. 28 дней выходил новый корабль. Назывались Линия. Нет, у них была теория. Да нет, ты математическая. Да ты, Серега, ты не так. Я так. 2,8 дня они один пароход делали. Что ты рассказываешь? 28 дней они делали пароход. Ничего подобного. Они сделали столько пароходов, что Германия бы не смогла, их экономика германская не могла бы столько подводных лодок выпускать, да, чтобы потопить эти конвои. Понимаешь? Если бы один пароход они за 28 дней делали, что ты говоришь? Там эти пароходы до сих пор где-то плавают. Нет, понимаешь, они сейчас не плавают, но они плавали до 70-х, середины 70-х годов. Ладно, вот. Понимаешь? Серега из того поколения, который еще это, как его... Нет. По умолчанию они вот это как бы не верят в то, что американская экономика настолько мощная была. Вся экономика Японской империи, короче, производила за год меньше продукции, чем американцы за 2 дня производили. Вот настолько разница была, понимаешь? Сейчас так же. Вот такая разница. Американцы сейчас... Ладно, Америка выиграла Вторую мировую войну, и наш президент Дональд Трамп об этом говорит и правильно сделал. Потому что, понимаешь, американцы, у них очень смутное представление об этом. О чем? Ну, о Второй мировой войне, о Первой мировой войне и так далее. Ну, то есть они, вот Трамп, он же пропаганду включает. То есть в Америке никогда государственной пропаганды не было. Сейчас он включил эти даты наряду с 4 июля будет дата, наряду с подписанием Конституции. Понимаешь?
То есть это одна из тех дат, которые американцы будут отмечать. И понятно, думаю, что это вызовет Я думаю, что Трамп вызовет сделал- интерес к я американской думаю, истории, что понимаешь? Трамп это специально сделал, Абсолютно показать, верно. что Соединенные Штаты победили в войне, чтобы народ... Но так фактически Чтобы и донести получилось. до народа, Ну, что давай. Путин-то говорит, что... Ну, давай не победил. выдумывай. Давай не А что, не надо выдумывай. выдумывать? Вся пропаганда была Советского Союза. Сейчас Путин даже сегодня на параде он сказал, что в войне победил Советский Союз. Ну, конечно. А так сейчас Трамп поставил... В этом всё на отношении место. очень хорошо сказал один из этих, как его, из писателей-деревенщиков, я не помню, то ли Астафьев, то ли какой. Ерофеев. Не, закидали мясом немцев. Я его когда спросил этот, Ерофеев. что немцы лучше воевали, он говорит, безусловно лучше. А как, говорит, мы победили? Ну, закидали мясом просто. Ну и американцы помогли. Понимаешь? Ну, ты что, историю читал, как под Вот и всё, но- как под Ржевом воевали? И понятно, что вот эта вся советская пропаганда, она была направлена на то, чтобы, значит, ну это же пропаганда была, что наш строй лучше, там, вот раз мы там фашизм победили и так далее. Сейчас вот это, кстати, В для Германии, кстати, вот не было этих... фашизма, чтобы на всякий случай. Ну, это одна и та же система, Нет, ты в пойми. Германии Национал-социализм, фашизм, это все Это одно, разные это вещи. все одно. Ой, ты не рассказывай. Они идеологически отличаются, но это вся... Вот в Рашке сейчас что? В Рашке В Рашке сейчас фашизм. классическая система Фашизм. экономического фашизма, которая И существует. не только экономического. И не надо там политического. ничего выдумывать и рассказывать. Я помню, когда ехал в автобусе, короче, и какой-то своей приятельнице там рассказывал о том, что Путин, это был, по-моему, год 13 и так далее. Я говорил, ну, посмотри, как предприятие сейчас существует, вообще все, что есть. Да, почему, ну, там кого-то бизнесы какие-то отжимали там и так далее. Я говорю, это же экономический фашизм. Да. Откройте учебник по экономике, посмотрите, как он формируется. Такие же Карл подобные Маркс еще системы об этом были в говорил. Римской Еще, империи, подобные системы были в различных талассократиях, подобная система была и в более поздних там средневековых государствах, короче, в Италии, в нацистской Германии и Нет, так да. далее. И я помню, сидит девка, короче, которая, ну, а я так бывало, ну, на публику работал, короче, и она так на меня башку поворачивает, короче, вот такие глазища. Испугалась, бурятка. Но я думаю, все равно какую-то я и... Останется что-то. Да, что-то в голове там у нее зацепилось, короче, понимаешь? Так надо пропаганду вести. Вот Конечно. так нужно вести Вот это пропаганду. отличается как раз путинизм, что Так. пропаганда у него очень сильная. Очень сильная. И Так, ну, в общем, у нас есть еще парочка минут. Какие бы ты темы хотел еще раскрыть? Так, что у нас тут запланировано? Так, я посмотрел. Я думаю, на самом деле, что вот эти все, если бы, допустим, вот как эти хорошие русские говорят, сейчас вот с Путиным там что-нибудь случится, табакерочка там или еще что-то, или они там, Ничего. вдруг народ подымется, поймет там Не-не-не-не, и так далее. народ не Так поднимется. они же тоже бы этим Никакой победобесием. табакерочки. Вот сейчас, ну, допустим, представим гипотетическую ситуацию. Навальный не помер, он пришел к власти. Что ты думаешь, он эти бы 9 мая не устраивал бы с помпой? Устраивало. Конечно, потому что они вот в этой системе, в этой парадигме сидят. Вот это все люмпинская, комбедовская масса, вот эти вертухайчики, которые выжили, дали потомство и так далее. Вот это их страна. И пора уже на самом деле вот тем, кто, значит, пытается там прекрасную Россию будущего там сделать, да, им пора уже понять и открыто об этом говорить, о том, что без победы Украины, без распада фактического, физического, де юре и де факто Россия. федерации так называемой, да, ничего не изменится. Без проведения московских процессов, либо улан-удэнских процессов, например, да, посадим их там всех на скамью по типу нюрнбергских процессов, да, никакого изменения не будет. Я вообще считаю, что нужно Рашку оккупировать вместе с китайцами. Вот китайцы должны оккупировать по Казахстан. Европейские страны, НАТО должно оккупировать по линии Урал-Казахстан. И фактически точно так же на две части поделиться. Понял, как в свое время ГДР
Их вылечили от нацизма. Правда, не до конца. А, И вот точно так же русских нужно лечить будет. Вот китайцы очень хорошо лечат через эти, как его, через, там как это, промывание мозгов, там у них система есть, короче. И бурят туда же посадим, короче, вот этих бурятошек, которые я называю, вот подобных Хасоеву, там вот этой Карлице, это, как его, Маринки, там вот этого дурачка, который вон выступал за Байкал, короче. Всех их вот в такие заведения китайские, чтобы их там переучили, Азия для азиат, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура, чтобы от зубов отскакивало, чтобы ночью их пробудите, они бы говорили, Бурятия для бурят, бурятам бурятская власть. Вот только так и не иначе, дорогие друзья. Ну что ж, на этой мажорной ноте я предлагаю закончить наш эфир, пожелать Украине победы, вам, вашему съезду собраться, в конце концов. И что еще? Ну, скажи пару слов, что ли, наконец. Ну что, я хочу... Ты как разведчик давай, за нашу победу там. Да, за нашу победу. Чтобы Украина победила, и причем победила, чтобы очень хорошо. Чтобы... Я считаю, что Европейский Союз, страны НАТО и Китай должны Рашку поделить, оккупировать, разделить. Китай И себя... Казахстан должен тоже. Китай себя не... Казахстан должен тоже вот эти все свои территории, республику Алаш, на сегодняшний день все это взять. Казахстан, видишь, под Путиным лежит, несмотря на то, что Китай... Ну ладно, лежит ли Казахстан под Путиным, мы обсудим с моим другом Иржаном Тургумбаем, постараюсь сделать с ним эфир. Постарайся. А сегодня, ну, мы прощаемся с радио. Через неделю снова с вами встречаемся. Всем спасибо и до новых встреч. А в среду не будете встречаться? Так, здесь пошла музыка. А мы с вами, дорогие друзья, прощаемся традиционным способом. Говорите с утра, вечером, в любое время суток. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Ты конкретный националист? Ну что ты, знаешь, как меня... Ты еще не знаешь, как меня называют. Меня называют отцом бурятской демократии. Ладно, всем пока и до новых встреч.